На выставке научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» было представлено 18 экспонатов, отвечающих по 4 направлениям: Арктика, изменение климата, вечная мерзлота и экология. Московский государственный технический университет имени Баумана на выставке представил устройства, которые помогут в выявлении лесных пожароопасных ситуаций, а также в анализе негативных результатов после катаклизма. Мультиспектральная камера позволяет определять текущую погодную пожароопасность лесов, вовремя принимать соответствующие меры, снижать риски возникновения пожаров и, соответственно, их последствий. В текущих разработках по результатам работы на конференции по изменению климата и таянию вечной мерзлоты и в будущих наших проектах мы постараемся учесть специфику Республики Саха-Якутия. Также одной из главных проблем не только республики, но и всего мира является выброс нефтяных и газовых отходов в водную и сухопутную поверхность. Так, Институт проблем нефти и газа в сотрудничестве с компанией «Газспассервис» на выставке представил сорбент Абура, при помощи которого можно без риска для здоровья устранить отходы с водяных и сухопутных поверхностей. Берем сырая нефть, также может использоваться отработка различных масел, ГСМ, солярки, бензина, неважно. Вот мы выливаем, условно говоря, определенный объем, ну, грамм, наверное, там 100, да, загрязненного нефтепродукта, открываем наш сорбент Абура, вот, про который я сказал, что он абсолютно гидрофобен, он не тонет в воде. Пожалуйста, вот, высыпаем его обычным элементарным способом, высыпаем на загрязненный либо грунт, либо водную поверхность, что сложнее на самом деле, и смотрим, как работает. Сорбент показал успешные результаты на участках таких чрезвычайных ситуаций, как ликвидация разлива на каскаде Вилюйских ГЭС и на грунтовых землях. Мы видим, что сорбент уже превосходит нефть, и берем обыкновенную сетку, да, то есть это традиционное устройство для сбора, и вот то, что в жидком виде у нас находилось там, мы спокойно, хоть совковой лопатой, хоть с очком, мы убираем, видите, вот даже сейчас вот взяв, мы видим, что сбегает чистая вода. Сорбент абсолютно инертен с химической и физической точки зрения. Он не является ни раздражителем, ни катализатором каких-либо процессов. Он натягивает на себя нефтяную пленку и за счет этого увеличивается в объеме. Даже собрав нефтепродукт на протяжении всего лета, следующей зимы и следующего лета, он может находиться с загрязнителями, которые не будут отдавать в окружающую среду никаких вредных веществ. Отметим, что научно-образовательный центр «Север» планирует подписать соглашение о вхождении в состав Российско-азиатского консорциума арктических исследований. Для нас это прежде всего интересно в том плане, что многие азиатские страны заинтересованы в технологиях, которые сейчас разрабатываются у нас. Более того, когда мы в феврале проводили конференцию по водороду, водородной промышленности, на текущий момент времени достаточно сложно определить рынок водорода в России, но он уже сформирован в Китае, и они могли бы, например, нас покупать. Научно-образовательный центр «Север» показывает большой прогресс в развитии технологий и выстраивает усиленное взаимодействие между бизнесом, наукой и образованием, благодаря чему в этом году центр рассчитывает получить федеральный грант Минобрнауки России в размере 155 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Галина Чекурова, Илья Соломятников, Якутск.